Ребят, всех приветствую сегодня у меня на канале. Сегодня мы будем готовить с вами мое любимое блюдо — японский рис. Если вы любите все, что связано с японскими блюдами, это выпуск для вас. Это очень быстрый, вкусный рецепт в домашних условиях японского жареного риса. Итак, я вам сейчас покажу пошаговую инструкцию для приготовления этого блюда. Значит, поехали. Здесь я вот раскалил сковородку. Наливаем немножечко маслица. Пускай она у нас нагревается. Тем временем мы будем нарезать наш лук. Мы сейчас обжарим, сделаем легкую пассировку лук с добавлением морковки, чеснока, перца. Ну и так, в общем, смотрите. Поехали. Нарезаем на кубики. Такими, не сильно маленькими, не сильно большими. Вот примерно, я думаю, так нам будет достаточно. Так, тем временем, пока у нас сковородка нагрелась, отправляем наш лучок. Параллельно нарежем немножко морковки. В моем случае попалась такая маленькая, как раз будет красивый кружочек. Вообще, если у вас большая морковка, можете нарезать ее кубиком или соломкой, это вообще не принципиально. Вот так вот. Сейчас нарежем для вкуса и красоты. Отправляем нашу морковку. Затем наш чеснок. Обязательное условие в этом блюде. Чеснок. Я его люблю. Можете натереть на терку, а можете просто его нарезать на меленькие кусочки. И так будет вкусно. Ну так, его чуть-чуть измельчить. Потом берем перец и нарежем его тоже кубиком. И отправляем это дело в сковородку. Так, наши овощи уже почти готовы. Добавляем туда наш мелко нарезанный чеснок. Я готовлю примерно на одну порцию риса, поэтому положим небольшой кусочек масла. Может даже вот чуть-чуть еще меньше. Где-то вот так вот. Потом в процессе, если что, добавим. Так, тем временем, ребят, мы будем нарезать с вами курицу и будем ее отдельно отжаривать, потому что, ну, как бы, чтобы не смешивать. И потом будем все вместе закидывать. Так, поехали. Курицу мы нарежем тоже на небольшие такие кубики. Сочная, быстро жарится и вкусная. Ребят, этот рис можете готовить также с морепродуктами, с курицей, с креветкой, что у вас есть под рукой. То есть, как бы можете, я показываю такой самый оптимальный, простой вариант, быстрый, с курицей. Кто-то может делать его без курицы, и так будет вкусно. Главное, самая, как бы, технология и закладка. Вот овощи и специи. Так, вот, у нас уже это почти готово. Сейчас мы его будем отставлять и будем жарить курицу, а потом все смешивать в одном. Так, значит так, ребят, тем временем у нас овощи уже готовы. Сейчас поджарим курицу, сделаем, и будет у нас все готово. Можно добавить сольки, чтобы она была со вкусом. Немножко перчика. Вот так вот. И ее помешиваем. Эта курица, она будет готовиться быстро. Так, значит так, у нас почти уже все готово. Овощи готовы. Сейчас курица доходит, и мы будем это все смешивать. И я вам покажу там, как завершающую нотку положить. Так, все, ребятки, у нас рис уже почти готов. Добавим туда чуть-чуть соевого соуса, чтобы он пропитался и была у нас курочка вкусная немножечко. Сейчас попробуем одну. Угу. Отлично. Поехали. Теперь будем смешивать. Добавляем нашу курицу
к овощам. Значит так, ребят, теперь начинаем смешивать наши краски, овощи с курицей. Добавляем сюда наш рисок. Вот так вот. Потом на него сверху вот так поливаем соевым соусом. Ребят, его солить не стоит, потому что соевый соус, как бы, он сам по себе соленый. Поэтому я вам не рекомендую, как бы, ложить просто соль. И начинаем это все плавно перемешивать. Добавляем нашу горошек. И разбиваем так, чтобы не было комочков. Я вижу, что наверняка у нас мало соевого соуса. Вот так вот, чтобы он покрылся на весь рис. Все. И плавненько начинаем это вот так вот дело перемешивать. Тем временем рис у нас уже готов. Поэтому сейчас доделаем наш финальный аккорд. У нас вот есть еще яйца. Я поставил отдельно сковородочку. Сейчас мы их обжарим. Сделаем из него яичницу скрамбл. Сейчас попробуем на вкус, что у нас получилось. Все хорошо. Ждем сейчас, пока у нас яйцо доготовится. И смешиваем и выкладываем на тарелочку. Поехали. Так, все готово, ребят. Вот наша яичница уже приготовлена. Добавляем ее в рисок. Все это дело вот так вот аккуратненько мы замесим. Перемешаем. Красота. Добавим немножечко сезами сид. Рис наш готов. Теперь будем выкладывать его, сервировать на тарелку и пробовать.